Восточный выезд из Уфы – проект масштабный и для республики очень нужный. В конечном итоге он соединит Зауфимье со столицей Башкортостана. В сентябре 2021 года на проекте «Восточный выезд» открыли временную объездную дорогу Федоровка-Шакша. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это развязка, Мы что ли, сейчас да? на месте, где будет развязка, да, Федоровка-Шакша, вот пересечение с дорогой. Соответственно, да, вот сейчас построили вот эту асфальтовую временную дорогу для того, чтобы была возможность приступить непосредственно к строительству самой развязки. Вот путепровод в следующем году летом планируем вот в таком виде путепровод уже вот на месте, где сейчас проходит дорога. Там будет вот такой вот путепровод сооружен. Соответственно, летом следующего года планируем открыть там дорогу. Ну вот, собственно, изначально планировали здесь пройти, но здесь есть проблемные земельные участки, их даже здесь видно, да. Сейчас работа не до конца завершена, но ведется по изъятию. Но нашли возможность сделать обход вот здесь, да, соответственно, для того, чтобы непосредственно приступить к строительству. А расстояние отсюда до тоннеля сколько примерно? Здесь? До тоннеля. Порядка 11 километров. 11 километров еще, да? Да, примерно. Отсюда до М5 сколько? Ну, соответственно, два с небольшим. Ну, это рядом, да? А где вот прорублено? Вот, да, идет? Да, это вот и трасса Створ есть идет вот так, полностью. Ради Фаридович. Вот сама трасса восточного выезда, она вот здесь вот и будет проходить под вот этим путепроводом, который будет построен на месте вот той старой дороги. Старая дорога будет демонтирована. А развязку почему сейчас вы делаете? Она нужна для того, чтобы вот Шакшинскую дорогу не останавливать или что? Да, это временное решение, чтобы перепустить движение Федоровка-Шакша и осуществлять демонтаж дороги Федоровка, участок, который попадает. Ну и во-вторых, для того, чтобы строить развязку, поскольку мы не начинали, потому что с ПГСом были проблемы, вы знаете, с карьерами. Да? Сейчас мы потихонечку эту проблему решаем. Соответственно, есть объемы ПГСа, которые можно уже начинать завозить. Мы активно начинаем этим вопросом заниматься. А сколько развязок будет? Одна и вторая? Две? Здесь вот по типу полный клевер, а на М5 по типу труба с Это самая двумя. большая развязка на нашем проекте. Суммарная длина всех съездов составляет около 5 километров. И объем выемки грунта около 500 тысяч. Я даже не представлял, тут уже... Очень большой объем работы, Рафаэль, это вообще... Здорово. А вот эту дорогу когда начнете рубить туда? Вот строить? А она уже полностью вырублена. Вот буквально с завтрашнего дня начинаем, да. Через неделю мы заканчиваем вынос всех инженерных сетей, вот на расстоянии 200 метров отсюда, и приступаем к укладке земляного полотна и дорожным работам. А зимой эти работы вести можно, да? Да. А вот это 11 километров, получается, где-то отсюда 9 километров дорога будет, да? 4 полосы. Да. И потом 2 километра мостовой переход, да, получается? 2,6 километра мост с эстакадой у нас. Мост с Да, эстакадой. да. А для работы в зимнее время мы закрываем сейчас основание несколькими слоями ПГС, чтобы не заморозить основание. Это даст нам возможность зимой укладывать выше слои ПГС. Здесь проектная документация проработана так, что все большинство дороги основания именно подушка песчано-гравийной смеси, не грунта. Так как дорога высокоскоростная и нагрузки здесь учтены с этим учетом. Она же, получается, с М5 до этого без светофоров, вот так летишь. Да, без светофоров, да. Это скоростная магистраль. Вот только будет 2 съезда. Ну, один съезд вот Федоровка-Шакша, второй, соответственно, развязка на М5. Категория 1Б, расчетная скорость до 120 км в час. Здорово. А что у нас вот там на выходе с другой стороны тоннеля, там что? Там работаем, Рафаэль. Там начали что-то Там делать? начали со сносом Основной вопрос по сносу там надо отработать. В первую очередь на Салаватку развязку дорабатываем, потом до Галя будем пробивать. Это вот там... А там вот синхронизация будет, нет? Да, однозначно. То есть к 23-му году, когда завершим, к 24-му году, там уже пробьем на Гале, да? Да. Там Пробьем? пробьем. Там заказчиком Сургис будет работать, город. Там деньги мы в этом году отдали. И самое главное, основной там вопрос снос. И там реально там очень большое количество частного сектора, который надо убирать.
Но у нас сейчас по дорожной части, Ради Фаридович, осталось только два вопроса остались. Да, вот эти, изъять вот эти, чтобы мы могли много здесь там работать. участков? Да? Тут небольшое количество, 3-4 участка, да, здесь. И, соответственно, на пересечении с М5. Там основная задача, ну, Раиф Рамазанович Но знает. здесь суды идут, помогает. я так понимаю, да? Тут, Ради Фаридович, у меня буквально 2-3 проблемных участка, которые есть судебные издержки, а по остальным все нормально. Тут порядка 50 домов подлежит изъятию. Это индивидуальное жилищное строительство. Тут уже вот по асфальту чистому можно ездить, да? Здесь да, а там Но дальше. это же дорога сейчас не работает. Не Это уже рабочая. с сегодняшнего дня открываем, все, она начнет работать. Схема движения согласована с ГИБДД. А вы начнете путепровод? И вот там разбирать начинаем все. Да. И Это же тут, временная дорога, да? да, это времянка. Вот в таком виде будет профайль. Это Вот та, запускаем. которая сейчас дорога идет, она будет демонтирована вообще. То есть будет путепровод этот построен. Проект «Восточный выезд» состоит из 3 частей – тоннеля, эстакады и развязки. Строительство самого тоннеля реанимировали благодаря пересмотру концессионного соглашения. Глава Башкортостана Ради Хабиров довольно часто бывает на этом объекте. Ради Фрич, а куда вы собрались? Он наверх поднялся. Зачем? А посмотреть вообще горизонты вообще очень интересно. Не страшно? Нет, зачем? Тут же люди ходят. Здесь первые балки как раз здесь начинали монтировать, но здесь очень большой объем уже видим смонтирован. А вы уже тут начали заливать, да, получается? Да, там уже полностью готово основание. Сейчас можем подняться наверх на площадку прям. Вот такие балки сами А металл выпускаем, вы уже красивые. подвезли, да? Да, полностью 100% металла уже Я закупленный думал, это уже на такой площадке. тяжелый труд, какой-то высокотехнологичный, вот эти 33-метровые. Их же в России мало где выпускают, Очень мало, да. Сами смогли реализовать. Ну, есть компетенции. Из Турции привезли оборудование. Есть специалисты хорошие, да? поэтому... И это можно на открытом прям воздухе, да? Да. У вас задача до морозов все сделать или как? Нет, мы планируем и зимой тоже выпускать их. Это не препятствует. А тут цемент особый, да? Да, готовится свой, соответственно. Прочность, наверное, особый. Особая смесь, да. Вот на сегодняшний день вышли там по 90 балок в месяц выпускаем. В тоннельной части видно. Мы когда с вами были в последний раз, только начинали работы по проходке. Сейчас всё с левой стороны очень глубоко уже прошли. Порядка 80 метров. Вот, ну и в январе этого года, следующего года, планируем начать и с правой стороны тоже по северному тоннелю проходку в ту сторону, для того, чтобы ускориться с завершением работ. А вот в реке-то тумбы начали устанавливать или нет? Вот сейчас как раз по третьей опоре ведутся работы. Ага. Ну, А к сколько зиме будет видно. И вот это просто заливается, да, бетоном? Да, монолит. Да, как раз вот здесь торчат выпуски баллов, про которые я рассказывал, Да. с площадки. И они вместе с этим армокаркасом заливают и образуют единую целую плиту, которая просто в конструкции. И на нее уже асфальт бросается, да? На нее, да, здесь литой асфальт предусмотрен на мосту. Не обычный асфальтобетон, а литой именно по металлу. Он обеспечивает гибкость, а плита ортотропная, она двигается только в одном направлении, перпендикулярно не двигается. Ага. А, вы с расчетом так увязывали, да? А длина моста сколько? 468 метров. Ну, это так, небольшой мост, да? Мост небольшой, но пролет между третьей и четвертыми опорами 126 метров. Это признак уникальности объекта строительного. Ух ты. Вот здесь как раз очень хорошо уже видно. Вот третья опора, где шпунт вот железный, да, торчит. Там, соответственно, работы ведутся уже по отсыпке, подготовке площадки для третьей опоры. Сколько Вот, здесь с будет? этой стороны четвертая опора, вот видно, тоже работают ребята. Всего 6 опор мостового перехода. Получается, первая, ее даже не видно практически, она как Просто стенка в земле как была. фундамент, да, как фундамент. Вторая идет пониже, вот где
желтая Да. Третья, она у нас в воде, вот шпунтом огорожена, видите, в воде. С той А стороны. четвертая, вот здесь шпунт с этой стороны огорожен. И, Вот соответственно, пятая, пятая. и вот шестая. И мы стоим на шестой. Здорово. Вот, соответственно, отсюда у нас пойдет надвижка в ту сторону. Мы планируем в январе следующего года приступить к надвижке мостовой части. За экологией очень жестко следим. Вот знаки водоохранных зон всех. На сегодня у нас запланирован выпуск малька. Это окончательный. До конца строительства мы возместили весь ущерб водным биоресурсам. Это мальки, стерляди. Где будете выпускать? Там? Тысяч. Выше по течению, где-то около В 300. Нефтекамске запускали. Ну и наш проект, Ради Фаридович, первый, который в России получил сертификацию IRIS, соответственно, международным стандартам качества. Вот сегодня в тоннельной части порядка 550 человек работает. Да, в круглосуточном режиме. Там тоже работают. В круглосуточном режиме, конечно, да, постоянно работы ведутся, да. Радфич, впечатляет? Да. Каждый день все пробиваемся. Вот смотрите, какие масштабы здесь. Так-то сверху кажется не очень. Ну вот видите как. Это самый большой проект в Приволжском округе и где-то, наверное, в тройке, в четверке проектов больших транспортов в Российской Федерации. Поэтому гордимся этим проектом. Очень сложный, очень в муках рождался. Был момент, когда мы останавливали. Это вот он, восточный выезд. Да, восточный выезд. Радфич, вопрос относительно садов, которые справа, слева, вот их переселяют. Нет, те, кого мы переселяем, кто находится в зоне, это переселяем. То, что остается, но для них возникает очень серьезное преимущество. Мост, они могут спокойно подняться и перейти. А здесь будет пешеходная зона? Обязательно, да. А съезды с вот этой эстакады Два съезда. на федеральную трассу? Да, один федеральный, это на М5, и один, соответственно, Шакшинская дорога, чтобы тоже людям неудобства не доставлять. Две больших развязки. Радфич, а вы высоты не боитесь? Боюсь очень. А я серьезно. Серьезно. А что же у вас сюда какая здесь нелегкая безопасно. подняла? Ну, любопытно же посмотреть. Я первый раз на таком объекте. Первый раз в жизни. Мне интересно. И объект очень впечатляющий. Ну а так-то, если по-серьезному, то главе региона вот так вот без подготовки на такие объекты нельзя ведь, если серьезно. Почему? Я такой же человек. Тут же люди работают. Я же не где-то хожу там, где запрещено. Я никогда не стараюсь не нарушать никакие правила. Поэтому здесь люди работают, поэтому и мы сюда идем. Будем спускаться. 4 человека. 4 человека прошли. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Рафаш, красиво, да? Очень красиво. Я прям это... Вот он... А я удивился, когда подъезжал, вижу такая развязка уже. Я думал, еще тут лес. Стараемся, мы работаем. У нас глубина залегания тоннеля 63 метра, да? И мостовой переход уникальный, так как пролетное соединение более 126 метров, чтобы обеспечить судоходность объекта. 2400 человек работает на сегодняшний круглосуточном режиме практически, так? И это, где-то на порядка 150 единиц техники, наверное, да, на сегодня. 70 собственные плюс привлеченные. Привлеченные 170 единиц техники. То есть, все организовано. В режиме работает 1 200 000 000 100 в месяц. То есть освоение идет, объемов работ. Финансирование вопроса этого года все решены. Следующий год занимаемся. 23 год к концу мы должны объект завершить, дать, подарить городу. Всем спасибо участникам строительства.
Молодцы. В общем, организовано все хорошо, все нормально. Работа идет. Скажите, пожалуйста, а вот мы проезжали домики, не все снесли. Вообще, какова судьба вот этой местности? Практически все решены. Да, Там садовые участки практически все изъяты. Сейчас идет процесс сноса и передачи генеральному подрядчику и концессионеру в целях осуществления строительства. По большому счету, сегодня вопрос, связанный с урегулируемым правом собственности, он разрешен. Ну, любой вопрос, когда касается собственности, он болезненный определенно, да, то есть, но все делается, решается в правовом поле. Спасибо. Ну, красиво, конечно. Ну, Рафаэль, А здесь внизу же будет, ну, как бы почищено все. Да, благоустройство, очернение. вот это все уберется, все будет хорошо, Рафаэль. Все будет красиво. Очень красиво. И здесь каждый день меняется. Вот каждый день Ну, да, да. вот идет. А вот первое перекрытие на движку когда будете? Следующий год, да, январь следующего года. Январь. Ну, позовите, да, вместе посмотрим. Да, конечно, обязательно, да. Спасибо. До свидания. Спасибо, Рафаэль. Спасибо. До свидания. Всё. До свидания. Рафаэль, а с какой целью приезжали на Восточный выезд? Надо периодически смотреть, все большие стройки требуют внимания где-то. Я же не только тут любуюсь, хожу. Вот, коллеги обозначили ряд проблем, связанных с поставками ПГС. Вот, по финансированию. По финансированию все хорошо идет, поэтому, ну и просто, чтобы посмотреть. У нас же задача какая? К концу 23 года ждать. Чуть раньше даже обозначенного срока. Да, конец 23-го. Надеюсь, успеем. Спасибо.